Здравствуйте, уважаемые коллеги. У нас сегодня не просто очередной вебинар, который посвящен какой-то одной проблеме, а мы с вами начинаем серию вебинаров по программе онлайн-школы.роста. Почему онлайн-школа? Потому что это такая форма занятия, в ходе которых мы с вами сможем общаться открыто и обсуждать проблемы. И я буду ждать очень сильно, чтобы вы тоже принимали участие в работе нашей онлайн-школы, чтобы мы все с вами дружно учились, и вы друг у друга, и я у вас в том числе. Почему называется наша онлайн-школа «Точка роста»? Потому что те структуры, которые сейчас создаются на базе школы, являются таким ресурсом, который обеспечивает не только развитие обучающихся, но и вот эти новые структуры, вновь создаваемые, это и центры образования «Точка роста», и центры информационного образования IT-кубы, и технопарки «Кванториум», они все являются также и тем ресурсом, который позволит учителям продолжить свое самосовершенствование и самообразование. С точки зрения современной терминологии, все новые создаваемые структуры на базе школы «Точка роста», IT-куб, «Кванториум» называются таким вот современным словосочетанием, как субсидиарные сущности. И иногда я буду так для закрепления этого нового понятия говорить это слово. Или просто сущность, или скажу субсидиарная сущность. Вот такой вот общепринятый термин. И то, что вот такие вот разные структуры, вновь создаваемые, они объединяются одним термином, это указывает на то, что они призваны решать каждый своим способом, своими технологиями и ресурсами одну такую единственную задачу, как обеспечение повышение качества образования, повышение качества обучения детей, их воспитания и развития. Создание таких вот субсидиарных сущностей на базе школы поставило перед педагогическим сообществом целый ряд вопросов, на которые нужно найти ответ. И, конечно же, как учить детей, как воспитывать, как работать в таком вот новом образовательном пространстве. Как организовывать урочную, внеурочную деятельность, как разработать какие-то новые методические рекомендации и другого рода методическое сопровождение. Вот на вопросы, которые я сейчас озвучила, они были поставлены мной в самом таком общем виде, и у вас еще есть вопросы, так, вот на них мы, конечно же, будем искать ответ. Так. Какова цель онлайн-школы «Точка роста»? Это достижение результатов федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». Эти федеральные проекты являются структурными единицами национального проекта образования. И вот мы должны с вами будем постараться, чтобы достичь запланированные результаты именно в общеобразовательных организациях Республики Коми. Аудитория наша достаточно будет разнообразна. В онлайн-школе смогут принимать участие, обучаться и руководители образовательных организаций, там, где уже открыты субсидиарные сущности, или там, где эти структуры будут открываться в ходе этого года и в последующие года. Так. Далее, эта наша онлайн-школа, она ориентирована и на руководителей и педагогов уже действующих структур. Программы, которые реализуются на базе новых ресурсов, также и реализуются в системе дополнительного образования на базе образовательных организаций, поэтому мы ждем и педагогов дополнительного образования. Так, ну и, конечно же, это руководители и педагоги общеобразовательных организаций,
на базе которых планируется открытие новых таких вот структур. Ознакомимся с содержанием программы. У нас будет несколько тем, и занятия будут продолжаться до марта-апреля месяца. И я сейчас сразу вот знакомлю вас с таким вот примерным тематическим планом, чтобы вы затем в своих педагогических коллективах смогли бы обсудить эти направления нашей работы и предложить, написать мне письмо, в какой теме вы сможете предоставить трансляцию своего профессионального опыта. У нас возможно как вербальное общение, также возможно и демонстрация видеозаписи своих мастер-классов. И мне бы очень хотелось попасть в какую-нибудь из школ, где функционируют наши субсидиарные сущности и уже имеется определенный опыт, но это в основном те образовательные организации, которые работают с 2019 года. Так, давайте продолжим. Значит, в организационно-методические условия сюда еще будет включена наша сегодняшняя встреча, где мы с вами познакомимся, посмотрим, что нам предстоит с вами обсуждать в ходе нашей школы. И второе занятие, которое последует очень быстро, 18 числа, это будет занятие, посвященное проблеме разработки содержания раздела «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации. Вот таких вот 2 организационных мероприятия у нас пройдет, а затем уже далее, давайте посмотрим, мы видим, что начинаются конкретно такие вот животрепещущие темы. Это подходы к разработке программ учебных предметов, это технологии использования цифрового оборудования не только точки роста, но и кванториума, IT-куба на уроках и во внеурочной деятельности по предметам с целью формирования функциональной грамотности. Тут могут подключиться все педагоги, это и учителя информатики, и технологии, и гуманитарных дисциплин, естественно, научных дисциплин. Так, и мы сможем здесь эту вот тему разбить на несколько подтем, и каждый педагог какой-то определенной предметной области, он сможет более так детально, подробно раскрыть свой опыт. Следующее направление, которое имеет большое значение, это организация профориентационной деятельности обучающихся на базе данных новых центров. Здесь тоже будет 2 темы, планируется на основе гуманитарного направления и информационного направления. Но еще раз повторяю, что вы можете предложить любые свои темы, и я их с благодарностью приму. Далее это мастер-классы по демонстрации своего опыта с использованием новых каких-то образовательных ресурсов. Так. Далее мы рассмотрим особенности внеурочной деятельности, так, особенности организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся, потому что то оборудование, которое предложено, так, оно позволяет по-другому подойти к организации научно-исследовательской деятельности школьников и реализации каких-то проектов. Следующая тема – это интеграция общего и дополнительного образования в общеобразовательной организации. Тоже здесь нужно рассмотреть различные модели этой интеграции. И такое современное вот слово мы читаем в следующей, предпоследней теме – это развитие экопространства системы образования. Сейчас появляются такие интересные термины, которые взяты из биологии, экологии, экопространство, ландшафт образования. То есть вот обсудим, что это такое и как в конкретном муниципалитете, в конкретном населенном пункте можно создавать свое экопространство. И завершает нашу онлайн-школу будет тема диагностика функциональной грамотности у обучающихся. Сейчас формирование функциональной грамотности определено как приоритетное такое направление в системе общего образования. И
вот всеми имеющимися средствами перед учителями поставлена задача формировать функциональную грамотность детей. Что это такое и как это можно будет делать в ходе организации процесса обучения, мы с вами это обсудим. Вот примерная такая вот тематика, и форма занятий у нас здесь будут самые различные. Все будет зависеть только от вашей активности и вашего желания транслировать свой опыт. Я скажу, что если вы, например, будете принимать участие в работе онлайн-школы, то в приказе по Институту развития образования, значит, будет указана четко ваша фамилия, что вы являетесь модератором или экспертом вот по какому-то или иному вопросу, и таким образом вы будете иметь документ, подтверждающий вашу трансляцию опыта на региональном уровне. И по итогам вашей посещаемости нашей онлайн-школы, после каждой нашей с вами встречи у меня будет сделана выгрузка, кто из каких муниципалитетов присутствовал на нашем занятии, и таким образом будет вести журнал посещаемости, и кто у нас все проходил успешно, кто выступал, тут, может быть, и будет освобожден от итогового тестирования, а у нас потом в итоге будет, что выдан сертификат установленного образца, то, что вы вот прошли занятия в нашей онлайн-школе. Вот примерно такие вот организационные вопросы, такие вот организационные моменты я хотела вам сообщить. И еще раз повторяю, что я жду от вас вашего активного участия в работе нашей школы. Так, а теперь мы приступим к реализации нашего первого занятия. Тема «Организационно-методические основы сопровождения деятельности центров образования. Точка роста». Но еще раз повторяю, что под точкой роста мы понимаем здесь все так называемые субсидиарные сущности, которые позволят вырасти не только ученику, но и позволят также повысить свой профессиональный уровень и педагогам. Без нормативно-правовых документов мы никогда с вами не двигаемся дальше, и поэтому обсудим некоторые моменты, связанные с нормативно-правовым сопровождением. И обсудим направление работы инновационных центров образования. Давайте задумаемся над тем, что такое точка роста. Пусть каждый из вас попытается дать это определение. А что это такое? Особенно, наверное, легко будет тем педагогам, у которых уже открыты такого рода структуры в образовательной организации. Немножечко подумали. Точка роста – это что? И можно дать несколько определений, как коротких, так и длинных. Например, точка роста – это структурное подразделение общеобразовательной организации. Такое определение, пожалуйста, оно имеет место быть. Так. Точка роста – это структура на базе организации, которая создана в рамках проекта «Современная школа» на средства федерального, а в ряде случаев и регионального бюджета. Немножечко понятие уже расширяется. Далее. Точка роста – это структура, которая создана на базе общеобразовательной организации в рамках проекта «Современная школа», созданной на основе федеральных средств, так, по таким-то направленностям. Цифровой направленности, естественно, научной, технической и гуманитарной. Так. Чего здесь не хватает в этих определениях? Это структура, наверное, уже тоже вы это отметили, что чего-то не хватает. Точка роста – это структура, которая призвана решать задачи государственного значения, нацеленные на уменьшение различий в качестве образования между городскими и сельскими поселковыми школами. Так, а в чем же будет уменьшение различий? Да? Это
точка роста – это пространство в пределах образовательной организации, призванное обеспечить качественное образование, развитие и воспитание детей, независимо от того, в каком населенном пункте находится данная образовательная организация. Но я не занимаюсь методологией, то есть наука, которая вот как раз и выводит все эти сложные такие вот понятия и определения, но сам факт того, что мы не найдем сейчас в интернете ответа на вопрос, а что такое точка роста? Так? Но это говорит о том, что сама дефиниция этого понятия, она еще только-только начинает разрабатываться, и отсутствие какого-то однозначного подхода на это указывает. Но что объединяет все точки роста, где бы, какой направленности они бы ни были, в каком бы селе или поселке городского типа, в малом городе бы они ни находились, они объединены тем, что находятся на базе общеобразовательной организации. Детям не нужно посещать какие-то другие организации, пусть даже в пределах населенного пункта или муниципалитета. Все занятия, которые организуются в точках роста, они проводятся исключительно бесплатно. И такие занятия призваны и расширить знания обучающихся, сделать их глубокими, развить ребенка в плане его деятельности, чтобы деятельность была свободная, такая поисковая, чтобы ребенок проявлял такие качества личности, которые адекватны учебному процессу, как познавательный интерес, познавательная самостоятельность, познавательная активность. Ну, как бы хорошо ни были построены наши уроки, но все равно урок, он требует того, чтобы ребенок четко выучил какие-то определенные понятия и сформировал базовые учебные действия. А вот все, что выходит уже за рамки урока, да, оно будет лучше способствовать развитию. Проследим географию распределения точек роста в республике Коми. Началась вся история в 2019 году, когда было открыто всего 22 точки роста. В 2020 году их стало 42, и к настоящему моменту, к 2021 году, 64 точки роста. Вот если бы я сейчас посмотрела в наш журнал, тот, который мы сейчас ведем, да, то есть у меня должно быть 64 руководителя точек роста, там, или кванториума, или IT-куба. Вот 64 руководителя только. Вот навряд ли наберется столько человек. Наша задача вот именно расширить наше с вами общение. И вот кто сейчас присутствует в нашей школе, то вы, пожалуйста, сообщите своим коллегам, что вот такая школа у нас началась, и чтобы у нас было как можно больше слушателей, как можно больше посещений, и мы бы эффективно так вот обменивались своими проблемами, чтобы мы их видели, эти проблемы, озвучивали и искали сообща подходы, как же их решить. Так, здесь должна быть анимация, но, как говорится, мой труд вливается в труд моей республики, и вот та сеть точек роста, которая сформировалась в нашей республике, такие точки роста есть в других субъектах Российской Федерации, и в итоге формируется не только региональная, но и федеральная сеть центров «Точка роста». Это совокупность общеобразовательных организаций, на базе которых созданы вот эти новые субсидиарные сущности различных направлений. Так? И самое-то главное, что деятельность этих центров, да, поддерживается на основе организованного очного и дистанционного взаимодействия. Вот как, если мы не будем с вами общаться в пределах республики, так, если мы не будем общаться со своими коллегами из других регионов, так, или даже из других муниципалитетов в своем родном регионе, так, то у нас ничего не получится. И вот самое-то главное, что здесь мы должны общаться, мы должны взаимодействовать или очно, или дистанционно. И вот это общение, оно возможно
ну, может быть организовано, может быть начато как в пределах самой образовательной организации, да, между различными организациями в пределах муниципалитета, так, а также и с другими организациями. То есть должна быть создана, разработана сетевая форма общения между различными образовательными организациями. Чем обусловлено то, что государство стало вкладывать такие огромные миллиардные средства в развитие системы образования. Ну, конечно же, понятно, для того, чтобы все дети обучались в равных условиях, хотя бы создать такие вот предпосылки, да? Но самое-то главное, нужно еще обратить внимание на то, что сейчас мир очень сложный. Появился такой вот термин, как вука-мир, то есть мир, который меняется, мир, который характеризуется нестабильностью, изменчивостью. Мы не знаем на 100%, а что же будет, какой будет день завтрашний, да? Мир становится сложным, так, и порой вот это не способствует, такая вот ситуация, она не способствует стабилизации. Вот это все не способствует стабилизации, такие условия. И дети, даже ведь взрослые-то растерялись в свое время, да? А как же детям быть, когда они не понимают, вот, а что сейчас я учусь в школе, а что я потом буду делать? Так? И современного ребенка вот называют порой вот фаршированной рыбой, которая не умеет плавать, потому что формальные знания, и эти знания ребенок не может использовать. Ну, я бы еще здесь привела такое вот биологическое или экологическое сравнение, что школьник у нас, ну, это все-таки рыба, которая умеет плавать, но умеет плавать так вот в какой-то определенной экологической нише. Ну, в школе может выполнять какие-то учебные действия, а уже за пределами школы не может сориентироваться в сложной социальной обстановке, не умеет общаться со своими сверстниками или не умеет общаться со взрослыми других каких-то организаций. И вот нам необходимо, чтобы вот этот вот школьник у нас стал такой вот рыбой, которая могла бы плавать довольно-таки очень в широком диапазоне. Ученые отмечают, что знания устаревают очень быстро. Вот даже если представим себе, что какой-то бакалавр учится, например, по какому-либо техническому направлению, то пока он обучается 4 года, за эти 4 года знания устаревают где-то примерно в 2 раза. И 65% современных учеников, они когда выйдут из школы, они уже будут жить в таком мире, где 60% будет совершенно новой информации и совершенно новых каких-то профессий. И, конечно же, мы не можем научить ребенка всему и вся, но нужно создать условия для того, чтобы ребенок мог учиться самостоятельно. И самостоятельно овладевал какими-либо знаниями и широко ориентировался в мире. И вот в 21 веке сфера образования стала одной из ключевых площадок глобальной конкуренции в мире. И, конечно же, в ответ на это правительством Российской Федерации принимаются соответствующие законы, выстроена сейчас целая система совершенствования качества образования благодаря довольно-таки четко отлаженной и запланированной государственной политике в области образования. Ну, вот в обновленной Конституции Российской Федерации в статье 67 мы отмечаем, еще раз отмечено общее бесплатное образование. Далее федеральный закон об образовании, который мы сейчас должны читать уже в редакции 2021 года. Так, это различные указы президента, постановления правительства Российской Федерации, акты органов исполнительной власти, как региональной, так и муниципальной. И в итоге вот сформировался национальный проект образования, так, национальный проект
перепутала, извините. То есть сначала у нас сформировался, вышел указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. И вот как раз в этом указе определена роль образования на современном этапе. И ставятся перед российским образованием поставлены такие важные глобальные задачи, как обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, которая характеризуется тем, что Российская Федерация должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству образования. Это повышение позиции Российской Федерации в международной программе по оценке функциональной грамотности учащихся по программе ПИЗа. И в итоге мы выходим на глобальный такой вот уровень, это воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Сам национальный проект образования включает в себя 10 федеральных проектов, из которых мы сейчас останавливаемся на проекте «Современная школа». И этот проект «Современная школа», он очень тесно связан с таким проектом, как «Цифровая образовательная среда». Так? Ну и если мы далее посмотрим на перечень других федеральных проектов, то четко понимаем, что все они взаимосвязаны между собой. Обращаю ваше внимание на документ, в котором утверждены, на основе которого и разрабатываются распоряжения Министерства просвещения о создании центров по 4 направленностям или профилям. Значит, это документ, федеральный проект утвержден Президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года под номером 16. Каждое из этих направлений, каждое из хорошо известных вам направлений, оно способствует не только тому, что у ребенка будет формироваться познавательный интерес к изучению предметов в этих областях, да, будет идти развитие специфических компетенций. Так, можно сказать, что стоит задача формирования у обучающихся выпускников средней общеобразовательной школы предпрофессиональных компетенций. То есть если ребенок начал заниматься в этих центрах по таким-то направленностям, например, с 5 класса или с 6 класса, то уже к 11 классу ребенок должен быть четко уже сориентирован в какой-то своей профессиональной области и обладать необходимыми предпрофессиональными компетенциями. Далее, использование ресурсов и программ данных направлений, оно позволяет организовать учебный процесс на углубленном уровне. Так. И несмотря на то, что какие бы ни были у нас изменения, какие бы изменения вокруг ни происходили, Сергей Сергеевич Кравцов обращает наше внимание на то, что организация учебного процесса в новых реальных таких условиях, она должна способствовать ориентации каждого ребенка на успех. И при разработке программ учебного предмета мы должны четко продумывать те предметные результаты, которые должны быть достигнуты, и подходить к этому не формально, а все-таки так более или менее ответственно и конкретно, что, например, у многих ли сейчас записано о том, что в программах учебного предмета, что нужно формировать функциональную грамотность. Думаю, что нет. Я сама тоже об этом узнала только недавно. Значит, нам нужно будет уже корректировать программы учебных предметов. Так, извините, пожалуйста, Александр Михайлович, я не взял эту анимацию? Не работает, да? Анимация. Так, значит, что здесь у меня на слайде?
Так, вот 1 марта 2019 года вышло распоряжение о создании точек роста всевозможных направленностей. И вот я его зачеркнула, то есть это распоряжение, оно уже не действительно, оно отменяется вот другим распоряжением, которое вышло 17 декабря 2019 года. Вот это распоряжение, оно отменяет распоряжение от 1 марта. И к этому же распоряжению, да, под номером R133, да, еще вышли изменения, еще вышли дополнения, да, так, уже от 15 января 2020 года R5, и в этом дополнении, здесь я даю вот справа врезку, здесь предлагается примерный перечень средств обучения и воспитания по конкретным предметам. Вот на это нужно обратить внимание. Так, следующий документ, который легко найти в интернете, который поможет нам грамотно составить методическое сопровождение, это методические рекомендации, изданные Федеральным государственным автономным учреждением Фонд новых форм развития образования. Значит, здесь мы найдем интересные предложения о том, как же правильно разработать программы общего и дополнительного образования. Так, следующее, это уже поновее. Так. Распоряжение Министерства просвещения 12 января 2021 года R6 об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в образовательных организациях точек роста естественно-научной и технологической направленности. Вот, конечно же, это чтение такого рода литературы, оно в первую очередь касается руководителей образовательных организаций. Далее идут руководители самих точек роста, но и педагоги, которые работают по этим программам, они тоже должны ориентироваться в данных документах и помогать руководителям грамотно составлять программы. Так. И последний документ, на который мы должны ориентироваться, это письмо там очень сложный департамент называется, так, письмо департамента, которое подчиняется Министерству просвещения, в котором изложены методические указания по формированию специальных разделов на официальном сайте образовательной организации. Вот этому как раз письму у нас и будет посвящено следующее с вами занятие. Федеральным оператором федерального проекта «Современная школа» является Академия Министерства просвещения Российской Федерации. Так? Региональный оператор проекта – это Министерство образования, науки и молодежной политики. Ну а региональный координатор проекта – это государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, Коми Республиканский институт развития образования. Так, ну и я, Новикова Ирина Дмитриевна, ну, грубо говоря, являюсь, что ли, директором этой онлайн-школы и буду с вами непосредственно контактировать, так, вести учет посещаемости, планировать наши занятия и общаться с вами. Вот это первая часть нашего с вами занятия. Так, перейдем ко второй части. Это направление инновационной деятельности центров образования, точка роста, IT-клуб, технопарк. Ну, вот недавно, значит, недавно у нас проходил форум образования государства, общества в пределах вот с 27 по 1 октября, да, и я была на площадке, дискуссионной площадке в средней общеобразовательной школе номер 2 села Вильгард. И на этой площадке все представляли свой опыт, как они освоили
это новое оборудование, да, как организуют деятельность учащихся. И вот одна учительница спросила, а что же дальше? И я была очень благодарна ей за этот вопрос. А что же дальше? Потому что освоить-то мы все это освоили, все это новое оборудование, да, дети научились там собирать по рекомендациям какие-то модели, да, а что дальше? А что дальше? Давайте посмотрим, что же у нас будет дальше. И так вот возникает проблема. Как же вот этот вот новый современный учитель, вооруженный вот самыми различными современными такими достижениями, да, как он должен превратить вот эту вот фаршированную рыбу, ученика, который плавает в какой-то определенной экологической нише, так, как бы сделать его таким, чтобы он одинаково хорошо чувствовал себя в любой среде. Опять же говоря биологическим языком, чтобы этот ученик стал такой вот проходной рыбой. Проходные рыбы – это такие животные, которые могут жить, как, например, в морской воде, так и в пресной воде. И вот как сделать так, чтобы ученик, выйдя из школы, он хорошо, уверенно чувствовал себя и в нашем таком вот меняющемся вукомире. Ну, давайте начнем с такой вот важной проблемы. Одна из проблем, которая должна быть решена при помощи новых программ образовательных и новых образовательных технологий. Это повышение места в Российской Федерации, а также и Республики Коми, повышение рейтинга учащихся Российской Федерации и Республики Коми среди школ, среди стран, государств, которые принимают участие в международных исследованиях качества образования по программе ПИЗа. Ну, вот, отмечается, что уровень читательской грамотности по программе PIRLS, уровень математической грамотности по программе TIMSS у нас на оптимальном таком уровне, а вот функциональная грамотность, которая проверяется по программе ПИЗа, она находится на достаточно низком уровне. И, значит, есть ученики, которые демонстрируют уровень развития функциональной грамотности в пределах второго уровня, так, красная зона, то есть это дети, которые выполняют задания чисто на репродуктивном уровне, так, и затем следуют уровни, второй, четвертый уровни, которые показывают о том, что ученик может решать какие-то задачи в пределах таких вот вариативных заданий. И вот обращаем внимание на развитие, естественно, научной грамотности. Здесь процент учащихся, у которых функциональная грамотность сформирована на высоком уровне, очень низкая, даже нету 1,5%. И, значит, вот задача стоит в том, чтобы этот уровень функциональной грамотности повысился. И посмотрите, пожалуйста, вот на эту вот табличку. Здесь вот показано, что читательская грамотность, она в пределах пятилетки, она сохраняется, да, а вот посмотрите, математическая грамотность, да, она снизилась, то есть мы переместились с 23-го места на 36-е к 2020 году, и в плане, естественно, научной грамотности тоже с 32-го места переместились на 36-е место. Значит, вот у нас появляется проблема, а как же повысить функциональную грамотность? Давайте вот вспомним, какие же государства демонстрируют высокий уровень функциональной грамотности. Значит, каждый для себя уже назвал эти государства. Теперь давайте сравним. Это, значит, какие государства демонстрируют высокий уровень качества образования и функциональной грамотности. Это Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Япония, Тайвань, Финляндия, Эстония, Швейцария, Нидерланды, Канада. То есть Россия далеко здесь занимает не первое место, где-то в середине, что не есть хорошо. Так, и, наверное, вот кто слушал меня внимательно, тот, наверное, обратил внимание на то, что одна из наших тем – это такая
Это предметная тема, это технологии формирования функциональной грамотности средствами разных предметов. Вот, пожалуйста, вам такое вот домашнее задание. Нам нужно будет разработать какие-либо рекомендации, а как же формировать функциональную грамотность математического, естественно-научного, ну и в том числе и читательского уровня. Так. Следующее направление, о котором у нас пойдет речь, это организация внутриучрежденческой межпредметной интеграции. То есть мы в основном так вот разделены. Это гуманитарии, это преподаватели точных наук, это естественники, а это преподаватели так называемых общеразвивающих дисциплин. И для каждого из нас есть свое методическое объединение. И вот призывают нас к тому, чтобы мы как бы активизировали свои такие вот внутриучрежденческие межпредметные контакты, научились общаться. Ну, например, учитель ОБЖ и биологии, физкультуры, или, например, тот же учитель физики и биологии, химии и биологии, ну и так дальше. А сколько интересного ребенок может узнать, если мы будем интегрировать свою деятельность на уровне естественно-научного и гуманитарного образования. Есть непочатый край ресурсов. Следующее направление, о котором у нас тоже пойдет речь в нашей школе, это как сделать так, чтобы произошла интеграция, очень тесная интеграция общего и дополнительного образования на учрежденческом уровне. Это тоже очень важно. Так. И вот сочетание дополнительного образования, неурочной деятельности, урочной деятельности, как видите, все эти предметы должны быть взаимосвязаны, да? Ну, как раз и должно будет создать условия, вот эти условия будут созданы, ну, буквально так, что сами по себе уже будут созданы эти условия для того, чтобы формировать метапредметные личностные компетенции. Вот сейчас появляются все новые слова, но мне, как педагогу старой школы, мне это все даже не кажется новым, потому что просто старым терминам придаются какие-то звучания с иностранными терминами, всего лишь. Но на что нужно обратить внимание, что вот появляется новое словосочетание, как модель 4К компетенций. Так? Это 4К компетенция, то есть у учащихся вырабатывается коммуникационная компетентность, умение работать в команде, креативность и критическое мышление. Вот критическое мышление, оно очень тесно связано с дизайн-мышлением, то есть когда ученик предлагает как можно больше для решения какой-то проблемы, как можно больше различных, может быть, даже нестандартных задач. Далее это латеральное мышление, умение нестандартно мыслить. Так? И что еще интересно, мы найдем такой вот термин, как вытягивающая модель образования. Мы с вами привыкли строить учебный процесс именно на системе понятий. Понятия вот развиваются спиралевидно, спиралеобразно или по концентрам, но тем не менее. Да? А вот вытягивающая модель образования, она построена именно на системном подходе общения. И вот именно через общение и будут формироваться модели, вот эти 4К компетенции. Ну, вот это вот вытягивающая модель. Конечно, в ходе неурочной деятельности мы так и общаемся с учениками, но вот появился такой термин, чтобы вы не пугались, что это такое. Проектная деятельность никуда от нас не денется, и в ходе практических занятий на уроке и во внеурочной деятельности учащимся нужно выполнять задания повышенной сложности. Сейчас очень многие уже цитируют Выгодского направо и налево, но мы можем сказать, что именно Выгодский предложил, что нужно учить ребенка на повышенном уровне сложности, ориентируясь на его последующий уровень развития. И в итоге, вот когда
И у нас будет там, и вот эти вытягивающие технологии будут применяться, и будут создаваться условия дизайн-мышления для креативного, латерального мышления, да. Вот будет формироваться у учащихся вот гибкие или мягкие компетенции. Кто-то ну, четко знает, что в Ижемском районе там учителя прошли курсы повышения квалификации по развитию гибких и мягких вот этих вот компетенций. Я обязательно с ними спешусь, чтобы они нам рассказали про эти технологии. Да. И вот когда в самой образовательной организации будут созданы вот эти вот самые разные взаимосвязи, так, которые будут пронизывать систему образования вот так вот по вертикали, по горизонтали, в пределах параллели, так, мы уже сможем выйти тогда на интеграцию образовательной организации со структурами реальных секторов экономики вот в данном муниципалитете, с научными учреждениями, с лечебными учреждениями, с учреждениями культуры и спорта. То есть будет формироваться система социального партнерства. И вспомним слайд предыдущий красный, где речь была о федеральной, о региональной федеральной сети, так, то вот как раз и будет создана вот эти вот условия общения, да, в сетевой форме между образовательными организациями и другими иными структурами. В итоге на данной территории муниципалитета, населенного пункта, будет формироваться ландшафт образования. Вот по сравнению, по аналогии, давайте сравним, вот ландшафт географический, да, то есть это определенная территория, на которой в процессе длительной достаточно эволюции сформировалось вот определенное видовое сочетание такого растительного и животного мира в условиях конкретного рельефа, климата и почв. И ландшафт образования – это тоже искусственно такая вот созданная система, да? Но эта система, она создалась по воле людей. И вот чем больше таких вот будет связей между образовательной организацией и ее окружением, тем будут создаваться условия для того, чтобы ребенок стал у нас вот этой вот проходной рыбой, чтобы он легко плавал, легко общался в самых различных областях человеческой жизни. И вот когда, значит, будут установлены вот эти вот связи между школой и другими какими-то структурами, то вот это вот даст нам новый такой вот виток в работе для того, чтобы не просто там, для того, чтобы именно разрабатывались такие проекты, решались такие проблемы, которые будут характерны для данного региона. Обычно ведь как обращаются к каким-то другим сетевикам, да, мол, а помоги нам тем-то, помоги провести экскурсию, или там дай каких-то средств, или подари книги, или еще что-то, так? А мы теперь должны посмотреть на вот эти вот структуры несколько уже с другой точки зрения, как они помогут организовать учебный процесс на условиях сетевого взаимодействия. Организация сетевого взаимодействия с целью образования детей – это у нас отдельный вопрос будет в нашей онлайн-школе, по-моему, даже после Нового года уже. Проекты должны разрабатываться не просто вот этот вот такой вот, нужный, конечно, для ребенка проект, там, например, он разрабатывает какой-то буклет, какую-то презентацию, которую можно использовать, да, но эти проекты должны быть полезны для какой-то отрасли экономики. То есть эти проекты должны быть полезны для чего-то, чтобы ребенок видел эту значимость. Ну и, конечно же, через организацию такой вот проектной деятельности будет разрабатываться будут разрабатываться индивидуальные образовательные маршруты. Это вот следующее такое тоже очень важное направление. ИОМы, индивидуальные образовательные маршруты, технологии их тоже своеобразны, и здесь уже необходимы нам тьюторы, специалисты. Это не те люди, которые сопровождают детей с ограниченными возможностями здоровья. Это тоже очень важно, но само тьюторство, оно зародилось именно как сопровождение обучающихся для того, чтобы они достигли наиболее эффективного результата в своей жизни. Чтобы не получилось так, есть тоже интересное выражение,
куда иду, не знаю, но я там буду. Вот чтобы ребенок точно знал, где же он будет в какое-то определенное время своего жизненного пути. Да. Построение индивидуального образовательного маршрута очень тесно связано с наставничеством. То есть вот как раз связь со структурами, которые располагают, с различными секторами экономики, да, она как раз и предполагает возрождение наставничества. Ну, может быть, разное, да, ученик-учитель, да, ученик-профессионал, отраслевое тьюторство, так, и, возможно, ученик-ученик. Например, старшеклассник оказывает содействие в каком-то росте своему младшему товарищу. Так. И вот в итоге такие вот направления, реализация таких вот направлений деятельности образовательной организации, она позволит создать условия для формирования различных видов функциональной грамотности. Еще раз повторяю, что это читательская, математическая, естественно-научная, финансовая, про нее я не говорила, креативное мышление и глобальные компетенции. То есть получается, что вот как-то даже и не специально, но если все эти направления реализовывать, то так или иначе у ученика уже будут формироваться вот эти компетенции. Так. В итоге мы должны иметь ученика, который успешен, который владеет гибкими, мягкими компетенциями, которые развиваются в течение всей его жизни, в отличие от наших жестких компетенций, да, то есть вот я чему-то научилась, и, как говорится, образование на всю жизнь. Сейчас это уже не котируется, это не тот принцип. Для того, чтобы решить вот эти все поставленные задачи, вот найти пути решения этих направлений, и нацелена наша онлайн-школа. Еще раз повторяю, чтобы вы спросили все своих коллег, а ты зарегистрировался в онлайн-школе? Регистрация проходит очень просто, но я вас прошу, буквально заклинаю, чтобы вы писали фамилию, имя и отчество полностью. Чтобы вы не стеснялись, указали свою личную электронную почту. Ибо если будет информация направлена, то она будет направлена лично вам, а не в канцелярию, не в дирекцию. И там неизвестно, когда эта информация дойдет до вас. Чтобы вы давали свой личный сотовый телефон. Вот поверьте, я никому не буду названивать лишний раз, и никому эту информацию передавать не буду. Эта информация нужна нам для того, чтобы как можно оперативно общаться. Так, зовут меня Новикова Ирина Дмитриевна, являюсь заведующей кафедрой естественно-научного образования. Вы можете мне звонить по рабочему телефону и писать письма счастья по моему рабочему электронному адресу. Я сказала все, что планировала. Какие у вас есть вопросы? Александр Михайлович, помогите, пожалуйста, если есть вопросы, то я издалека их не прочитаю. Что? Презентацию просит. Пожалуйста. Пожалуйста, презентацию. Если я окультурю текст своего выступления, я могу и текст послать тоже. Ну, потому что он так немножечко не лекционного формата, а, скорее всего, тезисно. Хорошо. Пожалуйста, скачивайте, бога ради, презентацию, если она вам необходима. Так, еще что? Все. Спасибо большое. Спасибо большое. Итак, следующая наша встреча состоится 18 октября в 15:00. Если общество будет за то, чтобы начинать позже, в 15:30, в 16:30, пожалуйста, я согласна. Но жду только ваших предложений. Ну тогда все с вами. Да? Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До свидания. До 18 октября.